Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня были на закрытой презентации концепции мультимедийной экспедиции, которая в будущем станет тоже такого же типа мультимедийной выставки «Путь Эллея». Это условное название. И я не специалист по IT-технологиям, но меня эта экспозиция произвела шоковое впечатление. Поскольку я человек, который всю жизнь занимался традиционным наследием, традиционной культурой, Олонхо, и немножко знакома с историей Якутии, с историей Арктики и так далее, то я думаю, что это абсолютно новый продукт, как сегодня вот современные люди называют, и за такими выставками будущее. Я думаю, что Арьян Арьянович со своими учениками вот сделал тоже опять такое прорывное действие, которое, я думаю, что последователей будет очень много. В каком плане? Вот эту выставку об освоении Арктики, об освоении нашего северного края, о том, как наши предки, какое наследство нам оставили, и в каком состоянии мы его сегодня вот сохранили. Вот весь этот исторический путь, начиная от самого Эллея, нашего легендарного культурного героя, который нам подарил праздник Исыр, нашей религии Анитагаля, вот начиная от него до сегодняшнего дня, во всех ракурсах, в различных видениях, вот это все собрано вот в этой экспедиции. Я очень надеюсь, что этот продукт еще обрастет, потому что Арьян Арьянович хочет эту выставку довести до декабря, и его можно, эту выставку, собрать в одну флешку и отправиться презентовать по городам и весям нашей большой Родины. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что эта выставка, она в будущем будет не только российского масштаба, она будет и международного масштаба. В этом плане вот Арьян Арьянович, поскольку он один из первых дизайнеров, который освоил IT-технологии, он воспитал много своих учеников и оставил большой след в нашей культуре. И вот все свои творческие проекты, все свои проекты, идеи, он все собрал вот воедино, вот 15, пока то, что мы смотрели, 15-минутной вот эту экспедицию, он все нам передал. Я хочу, чтобы это еще выросло до большой выставки, и Российской Федерации не будет стыдно показать вот такую выставку даже вот на мировом уровне по поводу освоения Арктики, как мы сохраняем Арктику сегодня. И, конечно, это будет очень такой презентационный материал, раскрывающий культуру нашей республики. Я думаю, что те, кто сидит у нас в правительстве, они должны обратить внимание на эту выставку и помочь Арьяну Арьяновичу довести вот эту выставку до кондиции. И это будет вот такое прорывное, я считаю, прорывной современный IT-продукт, который нетрудно будет и продавать, и монетизировать, и так далее. Но я хочу еще сказать, вот в своем интервью, хочу рассказать про Арьяна Арьяновича Ермолаева, потому что я с ним, оказывается, вот сейчас я посчитала, с ним знакома уже 20 лет. Как время прошло, быстро, да? Но он сделал столько много для нашей культуры, но не получил, я считаю, что достаточного внимания он не получил со стороны властных структур, даже общественности, и до сих пор не оценена вот его деятельность в области культуры. Это, конечно же, культурологические явления, притом вот на таком новом уровне.
Вот он еще начал первые свои вот эти заделы, как он сам мне рассказывал, начиная с 1996 года, когда вот мы получили, вдохнули вот эту, свободно задышали в 90-х годах, когда мы получили суверенитет. Сейчас очень многие этот период охарактеризуют как бы такое время, но для якутского народа это было, конечно, тот период, когда были заданы те аспекты, все направления деятельности в области, даже, я могу сказать, и образования, и науки, и культуры, и еще других различных моментов нашей жизни. Это было, конечно, тоже прорывное время. Мы все вспоминаем, мы принимали там активное участие, мы все вспоминаем это время с очень большой ностальгией вот сегодня. И он тогда первые задели после своего большого проекта «Земля Лонко», или он еще второе название имел «Олонхолент», он еще начал в 1996 году, он хотел его сделать на своей родине, в Юэдэй, в Намском улусе. Но я хочу здесь еще добавить вот к этому проекту еще один момент. Когда мы получили статус шедевра нашему героическому эпосу Лонко в 2005 году, я со своим отделом Лонко в Институте гуманитарных исследований почти 8 месяцев разрабатывали государственную целевую программу по сохранению, изучению и возрождению якутского героического эпоса Лонко. Это мы готовили для правительства республики. Это была целевая программа, отдельная программа. И там кангаласцы привезли нам очень интересный проект. Тоже она называлась «Земля Лонко», поскольку Эллей Ботур, там как раз вот в местности Белемпей он остановился, то они там хотели сделать под открытым небом музей. И они хотели это назвать «Земля Лонко». Вот. Нам очень понравился этот проект, авторов я сейчас не помню, но поскольку этот проект нам очень понравился, мы целую одну подпрограмму, 12-ю подпрограмму посвятили «Земле Лонко». Там как бы мы дополнили вот этот проект, и она пошла туда, как «Земля Лонко». Этот проект, ну, она была, вот, только концептуально она была. А потом Арьян Арьянович, когда он пришел замминистром культуры, тогда Министерства культуры, он этот проект, конечно, по-своему, вот, включая вот свои взгляды еще 96-го года, он, конечно, сделал прекрасный проект. Другое дело, что этот проект ушел уже в другие руки, и он до сих пор этот проект не реализован. Я всегда вот подчеркивала, даже когда мы выезжали на презентацию Лонко Башкортостан, Арьян Арьянович, наверное, это помнит, мы взяли вот этот тоже мультимедийный там проект «Земля Лонко», Олонхолент», он произвел там на фурор, на общественность Башкортостана тогда. 2000 это было в 2008 году. Вот. Ну вот. Вот как я познакомилась с Арьяном Арьяновичем, вот когда был открыт институт, Арктический государственный институт культуры и искусств, он назывался. Он туда пришел как завкафедрой дизайна, молодой такой, очень энергичный, студенты его очень любили и боялись. И вот он сделал на этой кафедре вот этот проект «Земля Лонко». Но это вот отдельный разговор о «Земле Лонко». А второе, то, что он, когда Михаил Ефимович подарил здание недостроенного, здания банка какого-то, под здание АГИИК, то Андрей Савич Борисов и Арьян Арьянович Ермолаев, еще был Иксман Андрей Андреевич, вот они это здание превратили в вуз.
Нас они собирали, мы там делили комнату, но самое интересное там было вот этот проект Арьяна Арьяновича, где он впервые нам представил вот эту круг, где он нарисовал карту Арктики вместе с Республикой Саха-Якутия, с огромной территорией. И там наверху он посадил 12 птиц, вот эти птица Агубук из спектакля Андрея Савича «Желанный голубой берег». И он сделал там логотип этого института, который до сих пор там стоит. Но этот путь указывал нам, что и Республика Саха, будучи частью огромного континента, я не побоюсь этого слова сказать, Арктики, вот мы должны были, наш институт должен был указывать путь развития нашей культуры, нашей ментальности, вот прорыв сделать на международном аспекте. Другое дело, потом, что вот эта идея у нас не очень хорошо, ну, мы там где-то 13 лет проработали, сейчас этот институт, конечно, такого прорыва в Арктику, я думаю, не сделал. Далее, до этого у него тоже шикарный был проект, это внутреннее оформление театра Саха-театра. Да. Саха-театр всю жизнь ютился как вот, то в церкви он там находился, то он арендовал здание вот, театра оперы и балета и так далее, никогда не имел собственного здания. Но с приходом Андрея Савича как режиссера Саха-театр тоже сделал мировое театральное искусство, вообще на мировой уровень вывел Саха-театр. И поэтому вот это здание впервые было подарено тоже правительство, построило здание для Саха-театра. И Арьян Арьянович вместе тоже со своими этими единомышленниками сделал внутреннее оформление, и там, если вы помните, там есть такое панно, опять-таки «Путь Эллея». Если кто внимательный, наблюдательный, он это увидит там. Там ленские столбы, там эти пиктографические письмо, там этот Эллей. То есть вот он, поскольку человек очень читающий, интеллектуально очень развитый, он знает очень хорошо не только историю там Якутии, он вообще всю мировую культуру хорошо знает, и нашу историю он хорошо изучил. Вот. И поэтому вот все время у него вот этот путь Эллея, оказывается, еще тогда было заложено, а это были 95-98, то есть в течение 3 лет это здание строилось, и оформление шло вот в течение 3 лет. И закончили они, по-моему, в 2002 году вот это здание, оно вошло. Это был большой праздник для якутской культуры, для духовности народа Саха. Вот. И с тех пор, вот когда он начал работать, он, конечно, все время у него какие-то новые идеи, конечно, Андрей Савич на все 100%, даже я могу сказать, на все, наверное, 200-300% использовал вот такую творческую энергию Арьяна Арьяновича во многих презентационных мероприятиях Республики Саха, самой России и за ее пределами. То есть эта выставка, вот эта инсталляция, которую мы сегодня вот концепцию увидели, да, сюда, конечно, вошли некоторые его проекты, сюда он как-то вклинил, но не все туда вошло. И поэтому я в своем интервью хотела бы напомнить, что им было сделано очень много креативных вот таких проектов, которые люди просто проходят мимо и не знают, кто автор вот этих проектов. Вот в 2002 году Дни Республики Саха-Якутия в Москве в зале Чайковского он тоже делал мультимедийную вот такую экспозицию. Я, к сожалению, там не была, я не могу это оценить, но я помню, что это все проходило с триумфом. И участвовал очень долго, начиная с 2004 года по 2016 год. Первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые международные игры «Дети Азии». «Дети Азии», где он
делал все время вот площадные вот такие тоже экспозиции мультимедийные. Тогда все это было тоже очень вновь было. Но обычно наши люди, наши зрители, я не имею основную массу, а какие-то там журналисты и так далее, всегда находили вот в этих мероприятиях какие-то отрицательные стороны, все это выпячивали, и в прессе появлялись все время такие, то, что Андрей Савич делал с Арианом Марьяновичем, какие-то тоже негативные моменты они все время выискивали. На самом деле они не знали, что за этими проектами стоят месяцы, годы работы. И только они вот готовый продукт же они показывали. И все время находили, то это им не нравилось, это им не нравилось. Я к чему это говорю? Потому что в 2016 году вот в 6 международных играх Ариан Арьянович сделал вообще уникальное по своей технологии, по своей реализации шикарный проект по сакскому воину. Он как раз вошел вот в эту сегодняшнюю вот эту презентацию, в эту концепцию, где он вот этого сакского воина, этот сакский воин, он зажигает игры, вот, и это происходит на озере Сайсара. И мы видели, ну, большинство населения города Якутска, они были в восторге, как этот сакский воин, он ходит по озеру, да, по воде, переходит вот в эту урасу, вот это тоже идея урасы, которая вот за мной, это тоже вот идея Ариана Арьяновича, и голографическая красавица, вот эта, которая там появляется, это тоже его этот проект, вместе вот эту урасу с этой голографической девушкой, Саха, в национальном костюме, вместе с этим сакским воином. Это, конечно, люди не поняли, просто потому что, ну, поскольку он все время был занят, не было человека, который бы это объяснял, скажем, печати, вот всю эту идею вот этого проекта. Но я думаю, что этот проект, он еще и дальше сыграет свою роль. Вот в этой экспозиции вот эта ураса стоит, эта девушка стоит голографическая, и сакский воин тоже присутствует. Далее он уже перерос нашу республику, и он вышел на международную арену. Это в 2005 году, это Экспо Японии, где Россия принимала участие, и была наша экспозиция Республики Саха-Якутия в городе Нагое. И он там вывез мамонтенка Диму, его голову. Вот. Короче, из всей российской выставки очень много японцев посетило именно якутскую выставку, именно вот этого мамонтенка Диму. Далее, в 2004 году, я вот тут, вот на площади Орджоникидзе, ну, надо было вот эту площадь Орджоникидзе как-то украсить, здание вот Саха-театра, надо было вот какой-то общей концепции представлять якутскую культуру, и там был поставлен памятник, бронзовый памятник Оюнскому. И за Оюнским стоит вот такая, из Олонко стоит каменный столб. Кто читает текст Олонко, они знают, что судьбы наших персонажей, богатырей Олонко, при рождении, их предназначение, их судьба записывается на таких каменных столбах, скрижалах, дженкир тасо столбаде. То есть это были хрустальные столбы, где были записаны судьбы всех богатырей они. И Ариан Арьянович взял текст Олонко Платона Евсеевича Оюнского «Нюргун Батыр стремительный», и там написал именно первоначальные вот вступительные части, первоначальные строки на 4 вот этих каменных скрижалах. Он должен был быть освещен еще изнутри, чтобы люди могли читать
кто читает на якутском языке вот эти незабвенные слова Платона Аюнского, создателя вот этого монументального лунка, объемом 36 тысяч стихотворных строк. И это Аюнский стоит лицом площади Орджоникидзе, а за ним вот идет дорога как раз к нашему аэропорту, и как бы вот он стоит у ворот к Якутску. Вот я так воспринимала вот этот памятник. Я помню, тоже нашлись критики, которые вот это критиковали. То есть он все время, даже вот таких на площадных вот таких проектах и даже внутри вот зданий, он всегда был первооткрывателем. Я думаю, что очень много, ну, сейчас многие мероприятия проходят на этой площади. И именно около памятника Аюнскому мы воздаем дань, День государственности, кладем цветы к незаменному нашему великому Аюнскому. Именно около памятника, а люди наши, вот якуты, не знают, что этот памятник сделан был рукой Ариана Ариановича Ермолаева. Я думаю, если бы какой-то другой скульптор или кто-то, он получил бы, наверное, звание заслуженного работника культуры или там еще деятеля какого-то там Российской Федерации. Но все вот, поскольку он человек очень скромный, он ничего не просит, и вот такие моменты все время вот остаются вне пределов сознания нашей власти. Далее, в 2010 году он опять едет в Шанхай, Экспо 2010, и он там сделал экспозицию Лунко. Это после того, как мы уже Лунко получили шедевр. Он представлял вот всему миру наше Лунко там. Я, конечно, не была на этой выставке, но Ариана Арианович-то, конечно, помнит. И эти моменты тоже вошли вот в эту выставку. То есть все эти проекты, которые Ариан Арианович сделал в течение вот своей творческой деятельности, вот уже даже мы можем сосчитать, это более 20 лет, они каким-то образом вот эти вошли вот в эту композицию. Далее, в 2012 году, Дни Якутии в Москве, вот в гостином дворе он тоже сделал вот, мультимедийные выставки. То есть то, что вот сегодня вот все это вылилось вот в эту большую экспозицию, такую, я бы даже сказала, глобальную вот такую, да, ну, конечно, на это способен человек, который прошел вот этап за этапом, период за периодом и пришел к этой мысли. Это надо обладать таким мировоззрением, таким подходом к своему наследию традиционному якутского народа, таким видением глобальным, вот, в мировом масштабе, владеть всеми этими технологиями. Вот. И я хотела бы здесь назвать имена его вот, учеников, которые, конечно, будут его преемниками. Это Вячеслав Ефимов, уже давно готовый уже художник тоже со своим именем, Дмитрий Пшенников и другие его ученики, которые это его единомышленники, которые ему все это вот помогают совершать вот такие уникальные, прорывные вот такие проекты. Ну вот если, например, говорить о том, что он сделал тоже очень прекрасный логотип, это тоже очень большой проект, я считаю, реконструкция древнего календаря, деревянного древнего календаря Якутии. Он у нас со всем этим в своем величии, он уже был продемонстрирован на Исыхе, Кангаласском улусе, когда Андрей Савич вот на открытии Исыха на горе он сделал вот этот деревянный календарь. Это логотип, который разработан Арианом Ариановичем. Есть такие значки вот с этим логотипом. Все используют, но, наверное, тоже не знают автора. Вот. Сейчас вот мы с ним
мы с ним делаем большой инновационный культурологический проект «Школа Аникагадаги» по реконструкции традиционного наследия. Здесь мы хотим соединить наше традиционное наследие СССР, наше традиционное наследие якутский героический эпос Олонхо, его тексты, как нарративы, и мы хотим соединить это с нашей религией Аинтамаретаганы. Вот такую, как бы сказать, письменное оформление этого проекта мы уже закончили, и вот мы уже начинаем, потихоньку будем печатать эти материалы. Мы проводили еще и презентации, организовывали семинары и так далее. Этот проект, конечно, очень большой. Мы бы хотели, чтобы этот проект, вот школа Ланхо, он лег в основу для дальнейшего возрождения государственную политику и вот государственную политику нашей республики. И даже я думаю, что если этот проект понравится, этот проект открывает дорогу не только народу Сака, эта дорога открыта и для других этносов. И даже я думаю, что и для России это будет очень интересный проект. Я так думаю, по своему такому мировоззренческо-философскому охвату, это не сугубо, скажем, узкое религиозное такое этическое учение. Мы отталкивались, мы изучали очень многие религии, отталкивались и от своих истоков, но где-то там посмотрели еще и конфуцианство, и индуизм, который основан на древних эпосах, например, Рамаяна и Махабхарата и так далее, и даже южноамериканских, североамериканских индейцев, их эпосы мы посмотрели. И в этом плане, конечно, наш эпос – это очень архаический, он мало того, что он мифологический, он еще и содержит в себе абсолютно в целостном виде прарелигию народа Сака, по которым с восхищением говорили и Алексей Алексеевич Кулаковский, который сказал, что я, говорит, восхищен тем, что наш немногочисленный народ Сака сумел вот создать вот такую религию высшего уровня, которая, эта религия, она опирается на взаимоотношения, на гармоническом взаимоотношении человека, личности с природой, нашей природой. И с таким же восхищением об этом писал и Платон Алексеевич Оюнский, который был глубоко тоже вот внедрен вот в эту религию, в эту культуру. И недаром он все это отразил еще и вместе с Кулаковым в своих художественных произведениях, они все это отразили. И, конечно же, еще третий патриарх нашей вот этой культуры, которые жили первые годы до революции, первые годы советской власти, это Гавриил Васильевич Ксенофонтов. Он делал параллели с нашей прарелигией, с другими религиями развитых народов, так называемых тогда культурных народов. Просто когда наше Лонхо, оно передавалось из уст в уста, оно, конечно, не выглядело таким монументальным, таким сводом. Но когда мы уже в течение более 13 лет уже издаем тексты этих Лонхо, каждый раз новым текстом, изданием нового текста Лонхо открывается вот сакральность вот этого нарратива.
и мы должны это использовать для своих будущих поколений. И вот я, завершая вот свое интервью, я хотела бы еще сказать о том, что мы должны беречь наших людей, которые для нас создают вот такие культурные коды. Я считаю, что Арьян Арьянович со своим своеобразным видением, уникальным видением на нашу историю, на нашу культуру, на историю России, на мировую историю, он, конечно, один из создателей культурных кодов нашего народа, я считаю. И в этом плане, конечно, надо бы власти обратить внимание на его творчество, помочь ему. В других странах это очень хорошо поддерживается, и как-то люди, власти находят способы поддержать людей таких креативных. И я думаю, что вот эта выставка, которая вот сегодня, концепция, которую мы видели, это, конечно, новый этап такой презентации и прорыва мировое культурное пространство. Оно, конечно, уникальное, потому что в нем вот такая широта взгляда, такой подход. Когда откроется эта выставка, я всех призываю посетить эту выставку. Вы откроете для себя другие миры. Все, спасибо. Ütü gününden bu 50 ayana diyen ekspozisiyonu көрен тағыстыбыт. Бастыдан туран Арьян Ермолаева, онна Слава Ефимова. Хақыбы серегер бастығы мультимедийной выставка автордарын бұл үлелері табылыбытынан ес үрақтын ағад делейбін. Тойды қымынан дүйдің хин кәрібік кехебін, Холобыр Санкт-Петербурга улу голландец художника Ван Гог. Выставка тегар хыдибытым. Триды отчолорго эме бу олаттар курдук эргитчи экранга көстөр аныгылы художниктер эйгелерин аян он буттарын хого мактая кубик тенете хыттык олбохторга олорон хытан эре касым чаахы көрбүтпүн хананын bu hetinligülelir 50 ayana diyen haqabı sirin istoriyatın baratın kördür yoxtaq bu multimediyine выставка naha anduydu tahmını tenge baran iherin bugün bihi kören itaat edibit Qolorum men muzikan kehibitnan anduydu atırbıt muzikanlara Pink Floyd'lar galaktikaları kördürür tögürü kiti ekranların Töhle qalba xandı dulu художниктер оңор буттарай. Бүгүнкү выставка онтон итага. Бу Pink Floyd'дар галактиканы қаллан хигеден Млечный путь. Кеккелеге барар Туман Андромеда диен эме галактиканы күнү ыйы хулустары көрдөрөр эйгелере. Бүгүн бихега хакаларга бу айы тагалын көрдөрөр эйге болан эме. Хүрдак чугастык Айылқа олары болар бұтын, жөгі айынлақ бұтын көрдірір. Бұстапқа бетті ханатын. Ол күрдік 50 аяна. Бұл хеттағы сүйен рат түгер омғой бай. Хақсары ден инетінен, қорақтар ине дейлдер, 50 ден күтетінен, хақам оғы өскетелдерін тұхынан. Хақай тағала, айы тағала. Бұл Толгаттан чугас ыгыс бутун тухунан. Ити хирбит туумут үгеспит бүгүнгү выставка барта кепсенне. Манна хакомун көрдөрөр аңды дуга таркаппыт улучун айдарбыт. Миндендорф болон, Линденау болон. Онтон датын эгелер барта кепсенеллер. Бихи кескилбит хакатчата мантан элбакка үйренеге. Тойда кабу кинилер хилбе бири сүйе жоно
bu multimedийный маннык эйгенигетте теңге хака историятын өбөгөлөр бит эйгетини gösterin илжеһҗаларга бүһәттә хайыска биттеммен. Ол курду колубура бу ураха. Хакомуга бастыгы итәгалә алгыга урага хагламата диен история керехелир. Бу алдук маспыт. Бе улулун колут. Үз дойдуну барытын хамарыян үммет маспытын турар. Я икенне бе бу хетте агысуга булахын тукары аяннан эллеттен хагалан хакомук история халбыт чулу жонун бартын кепсир бу быстап кебит. Өстө хайданы хига диханыбын беге хеттер бит бу чораны хиде. Хакайта галим бир белие ихите алгыска туттары хеппет үрүнгүлгени гар беге алгысыттар бит айыларга текепсетер ихиттере үрдәш үдди бүгүн элбакта кепсенне. Ки бу выставканы көрөн туран колора мен бүгүн алтуан хастакы хакамугу чинчибиппин хиретуму йөрөппин бартын ханан келдим. Бу агаяк 15 юбе мүдә. 1900 жылларга Америкаттан келен Баатруска ыгы Америка фотографтары устугуттара манна кепсенер. Нью-Йоркка беге хакамук бастыгы ихеттере комостара туттар хептере хебиргеллере таңастара хаптара ити американскай андуйду историятын кепсир музейга 2 муннугалан турар. Колбура тибеттер улуу кытай омуктары 1 муннукка онда кепсенер булуктар бу хакамуга этнографията барыты онда кепсене турар. Бейбилебет Германияга Гамбург болдун, Берлин болдун, Лейпциг болдун. Бу революция кеннеттен агыдайдуу херитин индине эми Баатруска улус онно юкагыр омук беге бүгөлөр бит таңастырын хаптарын этнографияларын котугу дойду культуратын барытын иджен эми музейдерге турар алдар. Ол эйгете барыта быйдар иччакка бу выставка мультимедийный выставка нүңө кепсенере бе айыл кабыт бу кыдыктаганы тыйыстынны кыһыммыт кыдыктаганы куяс айыммыт күһүммүт хаспыт барыта кепсенере кээ хакатынан кийин туттура эйгете бу выставка барыта бар. Онон жоңмун хергебин бу хетинниге болар выставкага барыгытын ыңырабын билигин багаяк мүнүтенен бір выставка делегацияда келен бу Ариан Ермолаев онна Слава Ефимов үлелерин көрөрү тутары хыджаллар долгуя аккан болотарбы хыджаллар кенелерге хитихилери бар яккайын. Оттон бу хакайгетигер хыджер кихи өссө түгүлетебин. Бөһөттә кайысканан билиңгә ныгыяга бирис уяга бу наука үрделләре үрдәк чипчалга тахсыбыт кемигер хам хөптәк тухайы кайыска диханатын өссө түгүл хитихилери барыбын улаттарга онна хака кескиллере эдер дизайнердер бейген өссө топсаран хайынрыктырын диен эренебин барыгытыгер хитихилери барыбын хакымуга бар болдун үрбе бирис уяга хака булыргы олого жахага бу хайденигите теңге кепсене ипсене туттун этеңге болу. Okay.